Первые массовые репрессии, они начались в Крыму вовсе не в 1937 не 1938 году. Дело в том, что в 1927-1928 году было два политических процесса. Один вели Ибраимова, и второй, то есть тогда высшего должностного лица Крымской ССР. Он был председателем ЦИК. И одновременно 63 человека были арестованы, проходили по делам Милифирка. То есть буквально через 7-8 лет после того, как вроде бы была установлена некая форма национальной государственности для крымсатарского народа, и в этом не приходится сомневаться, потому что тут же началась политика коренизации официальная, то есть введение крымсатарского языка, создание национальных кадров, включение крымских татар в управленческий аппарат уже советский. Через 7 лет вдруг, вот как бы откуда ни возьмись, вот такая попытка среза. А в чем было дело? А дело было в том, что на самом деле к 20-м годам национальное движение, которое, скажем так, концентрировалось вокруг бывших членов Курултая крымсатарского народа и Милифирка, оно для себя приняло решение пойти на сотрудничество с большевиками, несмотря на то, что их идеология и практика не очень-то отвечала представлениям крымских татар о демократии и о подлинном национальном государстве, но тем не менее на фоне бесконечно сменявшихся в Крыму разных режимов, включая белые, там, оккупационные и всякое такое, большевики провозгласили какую-то там национальную политику, внимание к национальным вопросам. И многие члены Милифирка, те, кто выжили после вот этих репрессий против Курултая, разгрома и так далее, они совершенно сознательно приняли решение пойти на сотрудничество с большевиками. Большевики это тоже приняли, так сказать, такое движение, потому что им нужна была какая-то национальная интеллигенция, которая бы помогла им тут укрепить советскую власть. Но к 1927-1928 году советская власть и коммунисты решили, что эта задача выполнена, и что теперь продолжать давать жить крымско-татарской интеллигенции, которая стоит в принципе изначально на совершенно другой идеологической платформе, нельзя. И поэтому 63 человека по делу Милифирка были арестованы и осуждены. Правда, тогда несколько из них было расстреляно. Правда, тогда еще вот эта кровь рекой у советской власти, она еще вот так не началась, как потом в 30-е годы. Вели Ибраимов, он не был из числа членов Милифирка, он был довольно давно уже большевиком, даже воевал на стороне советской власти в рядах как раз большевиков. Он был один из двух большевиков первых крымско-татарских, второй был Исмаил Фирдевс. Именно поэтому он занял высшее должностное положение в Крымской ССР, но он относился к так называемым правым коммунистам. Это те большевики, те коммунисты, которые действительно от души, от сердца поверили в то, что советская власть и коммунистическая идеология восстановят права национальности в России, права угнетенных ранее при царизме народов. Это было широкое движение, возглавлял его Султан Галиев, который тоже к этому моменту был арестован и расстрелян в конечном счете, и многие другие. То есть Сталин и его окружение, они в критические годы, когда нужно было во что бы то ни стало выиграть гражданскую войну, они заигрывали с интересами малых народов, создавали республики, поддерживали национальную интеллигенцию. Но тут уже задача была выполнена, советская власть укрепилась, уже можно было уничтожать тех, кто всерьез воспринял лозунг советской власти о праве нации на самоопределение. Поэтому Вели Ибраимов принял участие в том числе и в попытке репатриации крымско-татарской диаспоры из Румынии нашей, частично несколько тысяч человек вернулось в Крым. Наверное, это ему тоже запомнили. В конце концов, его объявили контрреволюционером, и вот в рамках, так сказать, как это говорилось тогда, Султан Галиевщины, убили и его. К 1938 году советская власть развивалась как бы на своей собственной основе. Конечно, еще где-то там оставались люди старшего поколения, которые помнили, так сказать, дореволюционное время.
Но основное массовое поколение, основное как бы советское поколение уже жило при советской власти, другой жизни себе не мыслило, считало в значительной степени эту власть справедливой, но в то же время считало, так как, собственно, и вещала советская пропаганда, что они полноценные граждане, что они управляют страной, что они могут там высказывать свои мнения в рамках, конечно, коммунистического взгляда на вещи и на что-то там претендовать. А для Сталина это было самое страшное, потому что ему нужно было сохранить свою личную диктатуру, непререкаемую, неприкасаемую, и чтобы никто даже близко не смел к нему приближаться там или в каких-то мечтах. Поэтому и были массовые репрессии. Для крымских татар они оказались еще более жертвенными, потому что вот каждые 7-10 лет в Крыму проходила какая-то резанина. И речь шла не только о страданиях людей, как, скажем, в голод 21 года огромное количество, 22 погибших, не только вот эти репрессии 28-го, не только раскулачивание, которое по некоторым оценкам затронуло 60 тысяч крымских татар, высланных из Крыма, но и интеллектуальный потенциал народа. И в этом смысле для советской власти в Крыму было очень важно убить тот даже, пускай в какой-то степени трансформированный, но все-таки тот интеллектуальный потенциал, творческий потенциал, который накопили крымские татары вот за это время. Точное количество жертв, насколько я знаю, вот этого расстрела 1938 года не установлено, но для достаточно небольшого народа, которым были крымские татары, и численность которого постоянно уменьшалась в результате репрессий, снижалась. Цифра такая, ориентировочно больше 100 человек, это гигантская цифра. На самом деле это может быть и 200, и более того. 1938 senesi aprel 17 күні біздің тарихымыздың ит шүбесіз ең бөле матемлі қара күндерден бірі, ең фажиалы күндерден бірі. 1938 senесінің марттың 5 күні Сталин növbetteki bu mahkum olunacaklarının cedvelini imzalay. Ozu da pek çok demek rastrelniy spiski derediler buna. Yani bir aydan son, 1,5 aydan son Aprel'in 17 günü artık Ahmetjet'te mahkeme toplaşığı oldu. O vakit bu mahkeme toplaşılar pek tez çalışaydılar. İnsanın takdiri bilmem 5-10 daha içinde çizilir edi. Ve bu cedveldekiler hepsi demek mahkum olundu. Bu cedvelde 60 kadar insan var idi. Bunların arasında 41'i Kırım Tatarlar ediler. Ve mahkemenin kararı boyunca bu 41'ten 36'sı kurşun cezasına uğratıldı. 5'i demek hapse alınıp şu İTL исправительно-трудовой лагерь derediler оларға. Şu лагерьлерінің çeşit müddetlerine 5 insan mahkum olundu. Bu cedvelde bu 41 insanın aman aman bütünü Kırım Tatar ziyalıları ediler ve devlet adamları. Bu cedvel şimdi elimde, eğer onun böyle en mühim, en meşhur isimlerini bile alsak, bakın kimlerini göremiz. Başta bir devlet adamları cedvelin başında bulunan. Da bir gruppa mahkum olunganlar, bunlar yazıcı, şairler, jurnalistler. Bunların arasında Hasan Sabri Ayvazov, Osman Akçoğraklı, Cafer Gafar, Abdullah Latifzade, Yakup Musanif. Da bir gruppa alimler ve pedagoglar. Yakup Azizov, Yahya Bayrashevski, Abdülkerim Cemalidinov, Reşit Bahçıvan ve diğerleri. Ayrıca da muzey hadimlerini de anmak mümkün. Bunların başında Usin Badaninski kete ve Kene'de şu muzey hadimi İbrahim İsmailov. Başkalar bekimde o kadar belli adlar değil de ama Kene'de 41 insanını joymak bir günde 5 adam айтқаным gibi олар çeşit müddetlerge mahkum olungan ediler. Bunlar kimler? Demek Abibullah Bakkal. O vakit Kırım Tatar Teatrı'nın direktörü olgan edi. 15 yıllık
мүддет алған еді. Яқуб Керменчіклі бір педагог, құрылтай азасы, о да 15 ел алған еді. Ве бұл 5-ің арасында да біздің мешур драматургымыз, язычы, шайырымыз, тәржіманымыз Умер Ипчи бұлына, о да 12 елға маққұм олына. Мені шақсен, бөле әдебиетші оларақ, бұл жедвелдекі біздің шайыр, язжылар, біздің ожаларымыздың тағдырлері мерақландырды. Ве не көреміз? Яғни, о вақыт Асан Сабри Айвазов кебе инсанны жоймақ, бір адамны бөле жоймақ, о бұйық бір фажа. Мұнда есе, да рат елларнен, 10 елларнен çalışacak хач инсанны көреміз. Асан Сабри Айвазов олсын. Яғни, ең азындан 5 газет журналының баш редакторы олған мешур инсан. Пек истидатлы yazıcı. Osman Nuri Akçokraqlı. Bu gibi insan zaten o vakit aramızda yok edi demek mümkün. Çünkü böyle bir ensiklopedist bir insan edi. Hem şair, hem dramaturg, hem yazıcı, pek istidatlı, hem tercüman, hem tarihçi, hem etnograf. Yani bilmeyim, var mı bir taraf epigrafist. Onun bu sahada özünü tanıtmagan. Hem de hocalık yapaydı. Aslında bütünü hocalıkta aman hepsi yapkan ediler. Abdullah Latifzade. Bizim şairlerimizin o zaman ziyalılarımız arasında belki de en zarif, en böyle ince bir insan Cafer Gafar. Pek istedatlı da bir yazıcı ve jurnalist. Yani bunlar bir arada, bir gecede bunlarını joymaq. Eğer bizim o vakit edebiyatımızı alsak, 30. senelerin sonunda şu Gaspinski'nin terbiyelegen, demek, onun yetiştirgen nesilden aman kimse kalmagan edi. O tam bir facia edi. Mana bularını şimdi biz anladık. Kalganlarını hatırlayaq. Abibullah Odabaş, Milli Firqa işi boyunca tap 1928 senesi mahkum olunған edi ve oledi lagerlerden qaytmadı. Ablakim ilmi o qaytsa da ama ken edi. 30. senelerde Kırım'a qaytmaq yasak edi, sağ қалса da. Ahmet Özenbaşlı o da mahkum oluna sağ қала ama Kırım'a qaytmaq yasak. Amjigir Aybay 29 yaşında 1930 senesi Moskvadaki Butyrka hapishanesinde vefat etti. Şevki Bektöre 1932 senesi demek hapse alına ve tap 56 senesine kadar demek hapiste buluna. Boşagan edi o aslında bir müddet. Ama son ikinci kere 1948 senesi ikinci kere hapiste alındı. Bekir Çobanzade 1937 senesi kurşunga dizili. Cemil Kermençikli istidatlı şairimiz. O da 1937 senesi. Şimdi yani eski nesilimizden 30. senelerin sonlarına kadar tek repressiyaga uğramağanlar tek Mehmet Nuzet oldu. Abdurrahman Hadrizade oldu. Abdurrahman Hadrizade Özecili'nin 1938 senesi. Tam şu repressiyalarının en kızgın vaxtında Özecili'nin vefat etti. Eğer Özecili'nin vefat etmeseydi, o da buna bu sırada olacak idi. Hiç şüphesiz. Mehmet Nuzet daha evvel 1934 senesi apansızdan vefat etti ve bazı bir bilgilere göre belki de zehirlenip öldürülgen edi. Bir şair tek arada kalgan edi, sağ Asan Çergeyev. Ama Asan Çergeyev biraz evvel 5 yıl oturup qaytkan edi türmede. Yani böyle bilmeyim tam bir klasiklerimiz. Son derece istidatlı. Hiç şüphesiz böyle nesil hiç tekrarlanmaz. Bilmem ne vakit bizde Bekir Çobanzade, Mehmet Nuzet'le Hasan Sabri Ayvaz, Osman Akçokraqlar gibi insanlar, şahsiyetler bir arada yaşasınlar. Bir 20 yıl içinde demek faaliyette bulunsunlar. Bu ende bir hayaldir. Bu bir hayaldir. İşte bunlarını biz bu 10 yıl içinde o vakit joygan edik. Şu 1930 senelerini hatırlasam bir yazılgan eserler hakkında değil de yazılmagan eserler hakkında aytmak isteyim. Yani bunlar hepsi bir 40, 45, 50, 55 yaşlarda ediler. Tam kıvamına yettiler. Belki de en güçlü, en mühim, en büyük, en iri eserler yazacak bir yaşta ediler. Aslında hepsi de istidatlı ediler. İşte bu
Yıllarda yüzlerinin, belki de binlerinin son derece kıymetli eserleri yazılıp bizim şu edebi hazinemizni zenginleştirecek ediler. Yazılmadı. Ve bu boşluk, mana bu boşluk bizde şimdi bile duyula. Şimdi biz onu duyamız. Изначально, когда слово «элита» было применено к социальным группам, оно означало тех людей, которые в своем виде деятельности, в своем профессиональном или ином каком-то виде деятельности достигали наивысших уровней, наивысших показателей эффективности. Это значит те люди, которые могли больше, чем остальные, работали больше, чем остальные, талантливее были, чем остальные. И это говорит о том, о колоссальном человеческом ресурсе, интеллектуальном, таланте, о том, что какой коэффициент полезного действия эти люди дают обществу. Одной из основных функций элиты, когда мы говорим об элите, в широком смысле слова, речь о том, что элита формирует стратегию развития, элита формирует повестку дня, элита, как говорят сейчас, да, формирует культурные коды. Вот те коды, через которые проходит идентичность, ценности, установки, представления, стереотипы. То есть это то, вокруг чего формируется сознание народа, то, вокруг чего формируется духовность народа, да, простите за, может, некие эпические такие слова, но на самом деле элита влияет, она формирует это. Мировоззрение общества не формируется просто так. Мировоззрение общества должно формироваться и вообще формируется под влиянием целого комплекса факторов. И у элиты в этом смысле функция основная – это конструирование этой идентичности, конструирование этих видений, конструирование этой модели развития. Поэтому, когда мы лишились такой вот субъектности, да, эти люди были субъектами развития крымско-татарского народа. И мы, по большому счету, лишились субъектности, мы лишились того, кто предлагает нам эту повестку дня, кто формирует развитие общества, кто указывает направление развития общества. И это очень важно, потому что это не только политическая часть, если мы говорим о Мелиферка, да, политическая часть – это аспект. Когда мы говорим об интеллектуальной элите в целом, мы говорим о том, что не доложили, не доразвилось, не получилось, потому что кто-то не стало известного филолога, не стало известного историка, не стало известного этнографа. И таких вот фрагментов можно привести много. Много где не стало. И это не стало, это значит, не стало развития, не стало будущего, не стало видения, куда мы идем. 20-е годы очень важны, потому что мы можем сказать, что на территории всей бывшей Российской империи произошел такой рост самосознания. И интеллектуальная элита этот рост возглавила. Огромное количество движений, практически во всех регионах, все этносы показали вот этот вот толчок в развитии именно интеллектуальной элиты. Крымские татары, безусловно, имея свое наследие, научное наследие, университетское наследие, историческое наследие интеллектуальности, безусловно, были, наверное, во главе, в авангарде этих процессов. И когда этот авангард, а для народа это тем более ощутимо, то есть не осталось тех людей, кто бы формировал новую повестку дня. По большому счету, для нового общества. Ведь тогда советское общество себя позиционировало как новое общество. Вот, поэтому здесь и 30-е годы показали, что нет, не случилось, не получилось. Вот именно что не получилось, потому что расстреляли, физически уничтожили. Вот в этом проблема. То, что они даже не с 20-х годов, наверное, они начали набирать вот этот рост своего еще и в период Госпринского. То есть это те семена, которые были посажены, засеяны в период Госпринского. И оно дало всходы, как видите, поколениям через 20-25 лет. Поэтому здесь физическое уничтожение, это было колоссальной утратой для нашего народа. Ну, история не терпит не имеет сослагательных наклонений. Но в данном случае, если бы эта элита не была бы уничтожена, наверное, мы имели бы совершенно другие форматы развития гуманитарной мысли однозначно. Тоже истории, тоже филологии, философии, возможно. То есть мы имели бы другое гуманитарное знание, мы имели бы, возможно, другое видение будущего.
мы имели бы другие контексты мыслительные, другие алгоритмы мышления, другие форматы идентичности и, возможно, какие-то иные контексты культурного кода. Трагедия вот такого потерянного поколения крымско-татарской интеллектуальной элиты, возможно, еще в том, что, несмотря на личностные контексты, да, потому что есть много семей, которые понесли такую утрату, много семей, в которых были репрессированы, много семей раскулаченных, но проблема еще в том, что вот эта вот интеллектуальная потеря интеллектуальной элиты повлияла на то, что, возможно, мы можем сказать, что такая некая экзистенциальный, наверное, вопрос существования стали перед крымско-татарским народом. Действительно, во-первых, люди очень боялись. Вот этот страх, который сковывал много-много поколений. И сейчас иногда он опять-таки проявляется. Мы очень боимся, мы осторожничаем, мы включаем самоцензуру. Возможно, эти вот такие вот факторы, они повлияли на наше дальнейшее видение. Мы где-то стали формировать, на фоне еще и депортации, безусловно, как общей такой колоссальной трагедии, мы стали формировать комплекс жертвы. Мы стали формировать комплекс несмелости. Эта трагедия, она нанесла урон не только колоссальный физический урон, интеллектуальный урон, но она еще наложила отпечаток на наши мыслительные схемы, на наши стратегии поведения, на наше тактическое мышление, на наше стратегическое мышление. Мы можем говорить о том, что да, мы готовы, а внутри-то сидит страх. И вот это, наверное, одно из таких вот, кроме всех прочих, еще и вот это самая такая глубокая, глубинная, из поколения в поколение передающаяся травма. Ход исторического процесса показывает, что несмотря на целый ряд трагедий, которые переживают группы, этносы, огромное количество людей, на самом деле человеческая природа такова, что она не терпит пустот. Человек склонен всегда развиваться. А наш народ, мы всегда об этом говорим, наш народ удивительно приспосабливается, удивительное выживальчество. Поэтому наш народ, преодолевая эти безусловные потери, безусловные трагедии, выходит из контекста жертвы. Наш народ входит в формат развития. Причем развитие не в рамках какой-либо конкретных систем, каких-то конкретных условий, а транснациональные, транссистемные, трансэтничные. Мы уходим из рамок своей узкой этничности, узкой привязанности, но хотя, безусловно, в душе имеем колоссальную любовь к родному краю. Как есть такое очень хорошее выражение, мне очень нравится, Крым по венам. Вот этот Крым по венам, он очень ценен для нас. Это то, что позволяет нам оставаться крымскими татарами, преодолевать те сложности, которые, те проблемы, те в самом большом смысле колоссальные трагедии, которые переживает наш народ.